Осенью в ноябре в Кыргызстане пройдут президентские выборы. Несколько дней назад президент Кыргызстана заявил о том, что больше революции в Кыргызстане не будет. А кого бы вы хотели видеть президентом Кыргызстана теперь? И вот я хотела бы также вас попросить прокомментировать это очень громкое задержание Омурбека Текебаева, которое сейчас произошло, а также вот в некоторых СМИ писали, что, возможно, вы с ним встречались на Кипре. Ну, так я бы понимаю, что вы из Беларуси не выезжали или могли выезжать? В прошлом году я не выезжал. В прошлом году я не выезжал, и в этом году пока не выезжал за пределы Беларуси, это во-первых. И с Текебаевым у нас никакой встречи не было. Это абсолютно, ну это можно проверить. Любое мое перемещение, власти Беларуси знают об этом. А какого президента? Ну, наверное, я бы хотел видеть, как и все нормальные граждане Кыргызстана, президента, который был бы максимально полезен для своей страны и полезен для своего народа. Работать для своего народа. Вот такого президента. Что касается Текебаева, вы понимаете, я не знаю. Мне кажется, это тут, как говорится, у русских говорят, есть такая фраза, дело ясное, что дело темное. Мне кажется, это дело темное какое-то. Есть там политика? Конечно. Ну, 7 лет прошло почти, или 6 лет прошло. Чего он молчал? Во-первых, я не могу сказать, вот этот товарищ давал деньги, не давал. Кто это может? Он говорит, давал. Текебаев говорит, не давал. Но это ладно. Но сам факт задержания его обвиняют по статье мошенничества. А задерживают его как рецидивиста, как опасного преступника. Ночью в аэропорту. Он же никуда не бежал. Он приезжал, возвращался в страну. Ну, слушай, депутат, тем более, лидер фракции. Ну, вызовите его повесткой в прокуратуру и допросите его. Нет, надо было задержать. Ну, это ж какие-то политические шоу делают, я не знаю. А в том, что кто-то брал, кто-то давал, это только... Сейчас президентские выборы, у вас есть симпатии к какому-то из кандидатов, кого вы хотели? Вот более персональный, может быть, ответ вы могли бы дать. Если я вам назову какую-то фамилию, все, скажет, вот Бакиев поддерживает вот этого, ура! И пошло-поехало, могу причинить вред вместо пользы. Не хотел бы я озвучивать. Там есть достойные люди, есть. Как в любой нормальной стране, всегда есть достойные люди, достойные кандидаты есть. Но там, видите ли, система вот эта, там очень много группировок, насколько я знаю. Я же там не живу, но так из СМИ, из интернета, насколько я знаю. Очень много различных группировок, очень много различных течений. И потом там, ну, каждый видит себя президентом. Особенно после смены 2010 года. Если до этого как-то эта должность считалась, ну, более-менее такой. Акаев 15 лет работал. Я пришел, 5 лет работал, пришел не случайно, не с неба свалился, а начиная от рабочего и все ступени прошел до президентства. То после нас, ну, посмотрите, правительство меняется за 6 лет. 8 раз, по-моему, или 9 раз сменилось правительство Кыргызстана. Как перчатки меняют премьер-министров. О чем это говорит? Нет стабильности во власти. Как можно ждать экономического какого-то роста, развития, если я так слышал, что среди премьер-министров СНГ так шутки ходят. Не успеем познакомиться на одном каком-то форуме с одним премьер-министром, на другом уже другой приходит. Но если за 6 лет 8 раз поменяли, то что говорить? Иногда бывает, что и по 20 лет вот ничего не меняется. А в Кыргызстане, в регионе, это единственная страна, где меняются... А что хорошего? Я ничего хорошего не вижу. Господин президент,